Данная коллекция была выставлена где-то свыше 50 экспозициях в разных странах, городах, селах, в учебных заведениях в Европе и в стране. Последнее место пребывания данной коллекции, я имел честь быть приглашенным в Академию наук Республики Молдова, Генеральной Ассамблеи, которая была недели 3 тому назад. И данная экспозиция была выставлена в Золотом зале, так называемом Академии, где была представлена всем академикам Республики Молдова. Многие гости присутствовали из-за рубежа, амбассадоры аккредитованы разных стран в Республике Молдова. Эта экспозиция мною была собрана вся с территории Республики Молдова, собрана на протяжении где-то около 30 лет. Как я говорил, что это икона только домашняя. Абсолютно из них ни одна не была реставрирована, потому что я считаю, что иконы в принципе не должны быть реставрированы. Другое дело консервированы, чтобы они дальше не испортились. Почему я так поступил? Это я считаю, что икона должна иметь тот вид, который она приобрела допустим, за ее существование 200 лет, 300 лет или 100 лет. Есть церковные книги, это в принципе книги где-то начала 18 года до 19 века, то есть начала 18 века до 19 века. Это маленькая часть коллекции. Мы решили к данному святому празднику выставить этот самый, чтобы посетители видели не только данную красоту иконы, но именно и те книги, молитвенные книги тех времен. Даже если обратить внимание, и сами буквы, старославянский язык и так далее. Думаю, что будет интересно для посетителей. Что говорить о коллекции, которая сегодня здесь выставлена? Я вчера был приглашен в город Сороках на севере Молдавии, в крепости, где принял приглашение о том, чтобы данная экспозиция выставлялась вместе, в том числе с другими коллекциями в этой крепости в день открытия крепости после ее ремонта, реставрации. Мы сотрудничаем уже с Петром Николаевичем Костиным уже 4-й год. И за это время он нам привез 5 потрясающих выставок. Если вы помните, некоторые из вас, 3 года назад была выставка, более 3,5 года назад была выставка холодного оружия, предметов быта и труда. Следующая была выставка военных форм, начиная с Великой Отечественной войны. А год назад, в феврале, у нас была прекрасная выставка самоваров старинных, 65 самоваров. Осенью как раз на праздник храма нашего Иоанна Предтечи, Петра Николаевича и плюс и непосредственно из фондов Музея таможенной службы были представлена коллекция старинных икон, начиная со второй половины 17 века, кончая первой половиной 20 века, специально для наших жителей. Это было впервые в истории Гагаузии. Почему-то нет историков второй раз, хотя то им отказал ректор, то они все заняты. И, естественно, задним планом, когда они придут, я-то экскурсию проведу. Но в данный момент я думаю, что живое общение непосредственно с величайшим коллекционером молдавским и с крупнейшим коллекционером Европы, который действительно с большой буквы личный со всех отношения, потому что всего лишь третий случай в истории Молдавии, когда его коллекция в подков бывших в употреблении Молдавии попала в Книгу рекордов Гиннесса. Поэтому это наша история. Петр Николаевич умудряется сохранять то, что через 20, 30, 40 лет уже не будут, даже мы не будем помнить. И сохраняет те экспонаты, которые действительно представляют научную, историческую, культурную ценность. Поэтому такие выставки, они уникальны для нашего непосредственно народа. И хотелось бы, чтобы было больше посетителей, ценителей таких вещей, потому что это связано и культура, и духовность, и все, что впитано нашим народом в этих иконах за весь этот период времени, за тысячелетия более христианства. Это все здесь. Поэтому здесь мы видим историю духовности нашей. Поэтому надеюсь, что еще будут дети, будут группы, будут гости. Естественно, они впитают в себя эту положительную энергетику, которую мы сейчас наблюдаем в нашем выставочном зале. Хочу выразить благодарность Петру Николаевичу, что это стало у нас уже доброй традицией. Он к нам уже приезжает 5-й раз.
Это его 5-я выставка в нашей галерее. Поэтому ему огромное спасибо, что он к нам приезжает, и наши жители Гагаузии имеют возможность посещать свободно эту выставку, посмотреть. Тем более вот эти прекрасные иконы, которые сегодня здесь на этой выставке, наши жители в течение месяца имеют возможность прийти на этих пасхальных праздниках посмотреть. Я думаю, что это будет очень полезно для всех, для любого возраста. И действительно, эти иконы — это шедевры, которые вот ты проходишь и получаешь не только моральное, но и духовное удовольствие. Здесь у нас не только иконы, даже есть такая живопись из библейской истории, картины, которые связаны с Ветхим Заветом. Очень отрадно видеть, что святыни, которые были написаны, скажем, еще в 17-18 веке, 19 есть, вот, так бережно хранятся и не попираются. Потому что в свое время, даже когда иконы находились в храме, очень тяжело было их сохранить, особенно во время гонений при советской власти. Очень много живописи, очень много духовной литературы было просто уничтожено, сжигали, вот, уничтожали всякими методами, чтобы они не доставались нашим детям, нашим внукам. Я хочу поблагодарить, поблагодарить Бога, что есть такие люди, которые стараются хранить, потому что каждый образ — это есть образ Божьей Матери, есть Спасителя, образ того или иного Святого Отца, Учителя Церкви. Для нас это память, которая живет в наших сердцах. Это те заступники, те молитвенники, которые молились и строили православие. И мы, их последователи, конечно же, должны относиться также трепетно и благоговейно к этой святыне. Я помню, что в прошлый раз мы были, когда на этой выставке, было намного меньше икон, но сейчас смотрю, что есть кое-какие дополнения, есть очень много образов. И что особо мне заметилось на этой выставке, что есть тут икона Божьей Матери одна. Мы когда были на Афоне, есть там чудотворный образ Божьей Матери, который кровоточит. И здесь есть копия даже этой иконы. Вот это очень отрадно, что на нашей земле есть копии чудотворных икон. Я хочу также, пользуясь случаем, поблагодарить наших представителей, те, которые смогли прийти на эту выставку. И также всех поздравить этим светлым Христовым праздником, Воскресением Христовой, Пасхою. Пожелать, конечно же, всем светлых праздничных дней, пожелать, чтобы старались жить благочестиво и, как благословляет наш святейший Патриарх, беречь православие, как зеницу ока. Поколение, которое уже постарше, мы еще это помним в родительских домах, помним в домах наших, у соседей там все такое. А теперь молодежь, в общем-то, не вся молодежь, но очень многие не знают. Не знают историю, не знают религию. Не может быть, можно быть атеистом, можно быть христианином или мусульманином, но если отрицать все вот это, то стать хорошим человеком, считаю, невозможно.